Мендут, дорогие друзья! Рад приветствовать всех вас на нашем 7-м уроке по изучению калмыцкого языка. И прежде чем начать, я бы хотел сказать, что с каждым уроком, с каждым внимательным просмотром и запоминанием каждого нового слова наша заветная цель овладеть родным языком становится все ближе. Мы прошли уже целых 7 занятий. И сегодня я предлагаю повторить все то, что мы прошли на занятии предыдущем. На 6-м уроке мы с вами изучили родительный падеж, который обозначает принадлежность кого-то кому-то, чего-то чему-то или кого-то чему-то и наоборот. Родительный падеж употребляется в калмыцком языке достаточно часто, как, собственно, и во всех остальных языках, существующих на нашей планете, а потому его изменение с разными словами, точнее оформление его с разными словами будет разным. Итак, все те слова, которые оканчиваются на букву «н», такие как, например, «захсын», возьмем пример, будут, или «тедн» возьмем, будут в родительном падеже в современном калмыцком языке иметь окончание «а». Давайте приведем примеры. «Захсна хоты», «захсна хоты», «захсна хоты». «Захсна хоты» — это пища для рыбок. Или, например, такой пример. Если это слово было у нас «эрри экшикте», то есть «а», и, следовательно, глагольное, падежное окончание будет «а». «Захсна хоты», то «им экшикте югды» слова будут приобретать окончание в родительном падеже мягкое, то бишь в данном случае буква «э». «Тедне кövün», «тедне кövün», «тедне кövün». Сын тех будет переводиться эта фраза. Если же слово оканчивается на любую другую согласную или неясную гласную, то к нему будет добавляться окончание «ин» или «ын». Давайте приведем примеры. «Газадын күн», «газадын күн», «газадын күн». Иностранец — человек, пришедший откуда-то извне. То есть то, что мы с вами изучали на одном из предыдущих занятий, слово «газа», то есть, значит, на улице, где-то вовне, в другом месте. А здесь «газадын күн» — это иностранец. Или, например, «авин кюкн». «Авин кюкн». «Ава», как мы знаем, это отец или дедушка. «Авин» — это значит принадлежащее отцу или дедушке. И «кюкн», как мы знаем, это ребенок или девочка. Поэтому «авин кюкн» будет в данном случае обозначать девочка своего отца или девочка своего дедушки. Может быть любимая, может быть единственная, может быть какая-то особенная, которую они особо любят. Те гласные, которые исторически в тодобичик, ну это запомнить, наверное, будет достаточно сложно сейчас, но тем не менее, все те гласные, которые, все слова, оканчивающиеся на гласные, которые исторически имели окончание «ой», «ай», «эй», «эй» и так далее, но в современном языке они будут представлять собой просто обычные гласные, например, слово «ноха», то к ним будет добавляться просто буква «н». Вот пример этого слова «нохан-гер», 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 «нохан-гер». «Нохан-гер» — это собачья будка, то есть домик собаки. В русском языке это будет у нас родительный падеж, и в калмыцком тоже. «Нохан-гер», например, «гахан-хота», пища, еда свиньи и так далее. Те же слова, которые исторически в древности имели долгую, обычно эти слова простые все, долгую гласную, например, такие слова, как хан, тек, которые мы изучали на прошлом занятии, в родительном падеже будут возвращать свою долгую гласную. Если в обычном сегодняшнем языке и в записи сегодняшней мы используем слово хан и записываем его, давайте я приведу вот такой вот пример. Хан мы записываем с одной единственной гласной, то в родительном падеже будет хана юг, хана юг, хана юг. Слово хана, слово царя.
В некоторых случаях, когда гласные в тодобичик были долгими, а сегодня они точно так же представляют собой такие же гласные, как в слове, например, ноха или гаха. Возьмем, например, слово залу. Если в тодобичик ноха писалось как нохой, следовательно, здесь мы будем добавлять уже вот это вот окончание, которое было, оно уже как бы подчеркивает, что в современном калмыцком языке здесь добавляется просто гласное «н». Тогда слово «залу», например, «залу» писалось с двумя долгими буквами «у». То есть здесь никаких вот таких вот дополнительных гласных не было, дополнительных звуков не было, просто «залу» писалось на тодобичик, а потому между ними будет появляться интервокальный согласный, уже известный нам «г». Например, «залугин харанда», «залугин харанда», «залугин харанда». Это значит карандаш какого-то мужчины или молодого человека. Кроме того, мы изучили с вами предельную форму глагола на прошлом занятии, и о предельной форме глагола тоже совершенно кратко нужно привести следующие примеры. Вот давайте разберем их сейчас. Имч. Имч, как мы уже знаем, это врач. Бельдх, мы изучали этот глагол, значит готовиться. Вообще я хотел бы отметить, что ни одного лишнего слова, которое мы не изучали на наших занятиях, я никогда не привожу вот в примерах, для того, чтобы вы, изучая язык с нуля, могли понимать, что, о чем идет речь в этих примерах. Так вот, слово «эмч» — это врач, «бельтхе» — это готовиться, приготовляться к чему-то. Поэтому в предельной форме глагол «бельтхе» будет звучать как «бельтл». Я отметил его специально красным, вот это вот окончание. «Эмч бельтл» будет значить «пока врач приготовится» или «он пока не приготовится». «Джолаче ирх». «Эмч бельтл джолаче». Джолаче, как мы знаем, это водитель, ирх — это значит придет. «Эмч бельтл джолаче ирх». «Эмч бельтл джолаче ирх». «Эмч бельтл джолаче ирх». Пока врач приготовится, в данном случае это вот так будет переводиться на русский язык, водитель уже как бы приедет. «Эмч бельтл джолаче ирх». «Эмч» — это врач, «бельтл» — это пока приготовится, «джолаче ирх» — водитель или шофер приедет. Вот кратко это то, что мы проходили на прошлом занятии, а сейчас перейдем к новой теме. Друзья мои, на одном из самых первых занятий мы с вами изучили повелительное наклонение или особую форму глагола, с помощью которой мы заставляем человека что-то делать. Если это ровесник, человек близкий к нам по возрасту или младше нас по возрасту, то мы можем ему сказать, например, так. «Чеджле, чеджле, чеджле, запоминай». «Чеджле, запоминай». «Йов, иди». «Йов, иди». «Йов, иди». «Ид, ешь». «Ид, ешь». «Ид, ешь». Для человека старше по отношению к нам возрастом или для человека, который не один, а их, например, группа какая-то сидит небольшая, для того, чтобы их заставить что-то сделать, мы должны использовать суффикс «тн». «Унттн» — засыпайте, спите. «Сертн» — просыпайтесь. «Бичтн» — пишите, запишите. То в просторечии, если вот это основные формы, то в просторечии, как нам написал один из наших зрителей однажды под каким-то уроком, что в калмыцком языке так не говорится, и поэтому мы сейчас изучим просторечную форму повелительного наклонения. Она образовывается посредством суффикса «чк», который присоединяется не к концу глагола, а к его середине. Вспомним наш знакомый уже паровозик, и сейчас я объясню, как это будет у нас на уровне языка действовать. Давайте вот такой приведем пример. «Кövün» — это мальчик. «Кövün» — обращение идет.
девтырты бичкы. Бичкы, то есть напиши. Даже вот если говорить на современном таком полужаргонном языке, черкни в тетради девтырты кövün девтырты бичкы. Бичкы это значит черкни в тетради или запиши в тетради, но в просторечном таком вот повелительном варианте. Или такой пример. Кюкн, обращение идет, девочка. Ця, это чай, кечка, то есть налей. Мы знаем, что глагол ких используется как делать, это так же, как и наливать. Кюкн ця кечка, это значит, девочка, налей чаю. Если же мы обращаемся к группе людей или к человеку старшему к нам по возрасту, то мы должны сделать это следующим образом. А вот ця кечктын, то есть здесь, вот здесь уже мы видим вот этот наш паровозик, где слово «ке» будет являться основным, то есть движущим локомотивом. Вот этот вот ЧК суффикс мы будем присоединять как второй вагон, а «тн» — обращение, которое подчеркивает, что мы обращаемся либо к группе людей, либо к человеку старшему по отношению к нам возрастом. Поэтому будет добавляться вот такой вот суффикс «тн» обязательно. А вот «цякечктн» мы можем сказать отцу или дедушке своему. Или вот пример «чи-агтевчка». Как я уже говорил, здесь вот этот вот суффикс «чк» будет уже в конце. То есть построение калмыцкого слова происходит, как уже было прежде сказано, вот на таких примерах, как я приводил наш паровозик. Однако вот эти глагольные окончания в просторечии присоединяются не ко всем словам. Например, нельзя сказать «йовчктн», «гарчктн», и так далее. Это будет неправильно, потому что «йовтн» или «йов» нужно говорить, а вот «йовчктн», «гарчктн», конечно, так не говорят. Поэтому сейчас, запомнив вот эту вот фразу, вы можете обращаться к тем, кто близок к вам, то есть к своим родным, близким, к кому вы можете обращаться с такими просторечными формами, вот таких вот видах: бичка, кечка или кечктн, тявчктн и так далее. То есть вот эту просторечную форму, о которой мне напомнили наши зрители, я сейчас разъяснил здесь, в этом вот примере. Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что мы изучили настоящее, настоящее будущее время, настоящее продолженное время. И теперь пришло время объяснить прошедшее время. Прошедшее время в калмыцком языке имеет некоторые отличия от русского прошедшего времени, так как у нас в языке прошедших времен глагола целых 3. Мы, конечно же, сразу не будем изучать их все. Однако для того, чтобы уяснить себе очень хорошо, каждое из этих времен мы будем разбирать на отдельном уроке. Поэтому сейчас мы среди прошедших времен изберем самое простое прошедшее время, которое называется недавно прошедшее время. То есть время, которое было завершено незадолго до момента речи, незадолго до того, как мы об этом стали говорить, либо практически в момент речи оно было завершено. Это время образовывается посредством присоединения к основе глагола суффикса «в». На самом деле есть некоторые сложности с разными диалектами калмыцкого языка. В некоторых из них этот «в» превратился в вот такое вот выражение, точнее вот в такой вот звук «у» в разговорной речи, а в некоторых он превратился в «вя» или «ва». В частности, в дербецких и западных, то есть бузавских и большедербетовских диалектах эта буква «в» превратилась в букву «у», а в тургутских диалектах она превратилась в «ва» или «вя». На самом деле здесь значительной разницы среди них нет, и если вы будете воспринимать эту форму глагола на слух, то никаких проблем с этим не возникнет. Итак, давайте приведем примеры того, как же будет образовываться недавно прошедшее время в калмыцком языке. Вот здесь я привел некоторые примеры. Өвгін, это старик, сән, үгі,
хорошее слово. Сен үгі это хорошее слово. Өвгін, сен үгі, келеві. В литературном калмыцком языке для того, чтобы не показывать свое знание, пусть даже оно и хорошее, диалекта, всегда будет использоваться форма келев, болов и так далее. Не келю, болу, а не келеве, болова, а келев, болов. Поэтому сейчас я буду называть эти формы глагола в литературном виде, а также дублировать их в соответствии с диалектами. Өвгін, сен, үгі, келеві. Вот здесь есть неясный гласный. В дербетских диалектах в основном будет, и в западных калмыцких диалектах будет өвгін, сен, үгі, келю, говорится здесь. То есть буква В будет превращаться в букву У или Ü. В данном случае Ü, так как это имы экшикте үгі. Өвгін, сен, үгі, келеві. Өвгін, сен, үгін, келю. Өвгін, сен, үгі, келеве. Вот так будет изменяться эта форма в разных калмыцких диалектах. Для того, чтобы вы знали это, просто нужно вспомнить, что эта буква «в», которая добавляется у нас к основе глагола, в разных диалектах звучит по-разному. «Өвгін сен үгі келю», «өвгін сен үгі келеве», и в литературной норме это будет «өвгін сен үгі келеві». Следующий пример давайте переведем. Бакши. Бакши — это учитель. Серягар. Серягар — это значит вилкой. Серягар хоты идв. Хоты идв. Бакши серягар хоты идв. Бакши серягар хоты идв. Бакши серягар хоты идв. Это значит, учитель поел пищу вилкой. В некоторых диалектах это будет звучать как бакши серягар хоты иду, а в некоторых диалектах это будет звучать как бакши серягар хоты идве. Следующий пример. Үрет. Үрет. Осырта. Осырта гүві. Үрет осырта гүві. Үрет осырта гүві. Үрет осырта гүві. Айрат побежал с шнурком. Ну, конечно, я не думаю, что вам часто встретится такая фраза в разговорной калмыцкой речи, однако то, как она составляется, вы должны запомнить. То есть, если кто-то вместе с чем-то куда-то побежал, таким образом мы еще раз, кстати, повторяем все те падежи, которые мы с вами уже изучили. Значит, Айрат побежал с шнурком. В соответствии с этим в литературной норме мы будем говорить в некоторых диалектах мы будем говорить о вот что-то между у и в и ü, а в некоторых мы будем говорить Следующий пример. Вот как раз таки с той формой времени, которую мы изучили на нашем прошлом занятии. Би бичтл, пока я буду писать, или пока я пишу, или пока я не напишу. Би бичтл, эмчи бичтл, эмчи йовв. Йовв. Достаточно сложно в литературном калмыцком произносить эту фразу, но поэтому в диалектах она звучит так. Би бичтл эмчи йову или би бичтл эмчи йовба. Вот здесь вот эта буква В, так как она исторически была буквой Б, будет превращаться вот в такое окончание йовба или йовва. Би бичтл эмчи йовва или би бичтл эмчи йову. Вместе, если же мы будем брать вот эти вот формы вместе с местоимениями, то тут тоже происходит некоторый такой достаточно сложный процесс, который нужно только объяснять. Давайте приведем примеры в первом лице местоимения. Би — это значит я. Би ця увв будет звучать это на современном литературном калмыцком языке. Би ця увв. 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 Здесь вот неясное, то есть вот это будет у нас буква В основой, точнее окончанием недавно прошедшего времени, то есть я недавно выпил чай, а вот это В, как мы уже знаем, будет соответствовать слову местоимению би. Би ця увв. Ну, естественно, так вряд ли кто скажет, поэтому би ця увув, обычно говорят калмыки и в тех, и в других диалектах, которые мы знаем, будет эта фраза звучать одинаково. Би ця уву. То есть последняя буква В будет превращаться в букву У. Вообще, в принципе, во многих языках это делается именно так. Например, английское слово queen, королева,
так как звука «в» в русском языке нет, его записывают как «квин» через «в» или через «куин» пишут. Поэтому здесь во всех языках абсолютно одинаковые происходят процессы с звуками. И здесь, в принципе, я думаю, что разобраться будет не так сложно. Во втором лице, которое имеет две формы, «чи» — это форма «ты», и «та» — это форма «вы» по отношению к одному человеку старшему по возрасту, мы будем вынуждены говорить так. «Чи хоты идуч, идувч». Вот здесь буква «в» будет превращаться практически в букву «ü». «Чи хоты идуч, идуч». Или в некоторых диалектах тоже есть такая форма. «Чи хоты идувчи». Вот здесь прям даже к вот этому окончанию «чи» будет присоединяться неясное гласное, явно похожее на букву «и». «Чи хоты идувчи» на звук «и». «Чи хоты идувчи». Есть и такие формы, то есть калмыцкий язык — это язык живой, в разных диалектах многие слова произносятся по-разному, поэтому и такие изменения будут. И следующая фраза «та» — это «вы» будет. Это то же самое второе лицо. «Хоты идывт» литературная норма. «Та хоты идют» будет норма северных и западных диалектов. И «та хоты идывте» будет форма восточных диалектов калмыцкого языка. В третьем лице особых изменений, как мы знаем, не бывает у нас, так как это лицо отвлеченное от разговора. Поэтому «ин» — это этот, или «тиры» — это тот, «югы бичв» будет в литературной норме, «ин» или «тиры югы бичвя» будет в восточных диалектах, «ин» или «тиры югы бичу» могут сказать в западных диалектах и нередко в северных диалектах калмыцкого языка. То же самое будет происходить с местоимениями во множественном числе. «Бидын» — это «мы», «бидын герты ор видн». Вот посмотрите, целых две буквы «в». Это сложно очень проговаривать, поэтому на письме это отмечается именно так. А в речи, в потоке речи, в разных диалектах имеются некоторые отклонения, но в основном, в большинстве своем калмыки говорят «бидн герты ору видн». То есть буква «в» в данном случае превращается в букву «у». «Бидн герты ору видн», «бидн герты ору видн», «бидн герты ору видн». Это значит «мы вошли в дом». «Тадн» во втором лице, то есть «вы» по отношению к группе каких-то лиц или людей, «халгар йовуфт» будет в литературном языке. «Тадн халгар йовуфт». Но произносить это тоже очень сложно, поэтому в основном в калмыцком языке используется фраза «тадн халгар йовут» или «йовуфт». «Тадн халгар йовут». Вот так говорят. Одна из этих букв «в» превращается в букву «у» или в звук, точнее «у». И в третьем лице множественного числа этого местоимения «эден» или «теден», а васы «хотты». Нужно было перевести эту фразу, хотя я думаю, что многие ее знают. «Тадн халгар йовут» — это значит «вы пошли по дороге» по отношению к группе людей. «Эден» или «теден», а васы «хотты сурвы» будет в литературной норме. «Эден», «теден», а васы «хотты суру» могут сказать в западных диалектах, части северных диалектов, и «эден», «теден», а васы «хотты сурва» могут говорить в восточных диалектах. Вот такое вот неоднозначное в разных диалектах, но очень интересное время, которое обозначает недавно прошедшее действие. То есть «övgün sen ügü keleve» будет значить, что вот совсем недавно, пока и я был тому свидетелем, возможно, старик сказал хорошее слово. «Бакши серягар хоты едвы» будет означать «учитель ел вилкой еду», ну, либо незадолго до того, как я сказал эту фразу, либо в то время, когда я еще говорил, он ел, сидел вилкой. «Өрдосарта гювы» то же самое будет значить «Айрат бежал со шнурком» незадолго до того, как я говорю эту фразу, либо практически в момент речи он уже завершал бежать со шнурком. То же самое будет и вот в этом случае. «Би бичтл», пока я буду писать или пока я пишу, «эмчи йовв». «Эмчи йовв» значит «врач ушел». То есть в данном случае эту фразу мы будем переводить как «пока я писал, врач ушел». И я об этом сообщаю кому-то.
Вот так образовывается недавно прошедшее время в калмыцком языке посредством в письменной форме буквы В, в устных формах это буква У или Ü, а также ва или ве. Запомните, пожалуйста, и если вы хотите изучать калмыцкий язык на основе своих диалектов, да и если вы живете с людьми рядом, носителями этих диалектов, то вы можете услышать вот такие вот формы недавно прошедшего времени. Я думаю, что эта тема достаточно простая, и само окончание тоже достаточно простое, поэтому сложностей с недавно прошедшим временем в калмыцком языке у вас не возникнет. Дорогие друзья, а сейчас для того, чтобы не тратить время впустую, давайте изучим время. Так как слово «цак» — время мы уже знаем, слово «цак» — время. Ну или еще «цак» бывает единицей измерения в некоторых старых текстах, написанных на тудобичик, но в данном случае и сегодня мы воспринимаем его как время или как час вообще. Давайте сейчас изучим время. Я здесь нарисовал на доске вот такую особую черту, которая будет подчеркивать время в калмыцком языке. Снизу вверх или сверху вниз это будет наше время прошедшее, настоящее и будущее. Итак, давайте рассмотрим. Ода или ödge это будет сейчас. Кроме того, ода еще используется в значении когда для связки слов. Ну, ода бидн бичхым, ода бидн сурхым, ода бидн метхым и так далее. Это будет означать сейчас мы давайте сделаем или ну, вот такое вот оно будет значение. Ода или ödge это именно в этот настоящий момент, в то время, когда я говорю. Ода или ödge. Ода это разговорная форма, а ödge это больше такая возвышенная литературная форма. Вчера будет значить ötsküldür. Вот это слово. Ötsküldür. Ötsküldür это значит вчера. Нужно отметить, что все эти слова будут иметь окончание дур, дюр или ödür вообще. Ödür, как мы знаем, это день. И вот ötsküldür это значит вчерашний день конкретно. Но в данном случае уже в современном калмыцком языке два этих слова слились в одно, ötsk и ödür, и получилась такая вот форма ötsküldür. Ötsküldür это значит вчера. Ötçik, ödür было в старину, а сегодня это превратилось в слово ötsküldür, значит вчера. Еще раз повторим его. Ötsküldür, ötsküldür, ötsküldür это вчера. Позавчера в калмыцком языке будет значить урджödür. Или в потоке речи оно произносится как урджödür, урджödür, урджödür. Вот так вот. Урджödür это позавчера. Это я отметил вот такими вот вертикальными линиями по нашей временной прямой. Урджödür, урджödür это значит позавчера. А теперь давайте посмотрим, как же будет завтра и послезавтра. Завтра будет на калмыцком языке мангдур, 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 где тоже слились слова манго и слово ödür, то есть будущий день, грядущий день. Мангдур. Нökedür, нökedür это значит после завтра. Нökedür, нökedür, нökedür произносится это слово. Итак, представьте себе, что на вот этой вот прямой мы сейчас выучили целых 1, 2, 3, 4, 5, 6 новых слов, связанных со временем. Итак, ода или ödge это значит именно настоящее время, сейчас. Или иногда это для связки слов слово ода используется как ну, вроде как в русском вот есть ну, вообще и так далее. Ода или ödge это настоящий момент. Завтра будет значить мангдур. Мангдур это завтра. Нökedür это будет послезавтра. Что касается с настоящего момента, если мы будем рассматривать, то ötsküldür будет вчера и урджödür будет позавчера.
Кроме этого, нужно изучить следующие слова. Они будут очень важны для нас, когда мы будем рассказывать или объяснять какие-то свои мысли. Итак, первое слово называется хонок. Хонок, хонок. Давайте повторять его вместе. Хонок, хонок, хонок. Не хонге, а именно хонок. Хонок — это сутки. Время от рассвета до рассвета, включая весь солнечный день и включая темное время суток. Хонок. От этого слова происходит еще одно слово. Переночевать, переждать сутки, пробыть где-то в каком-то месте. Хонх. 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 Это значит переночевать где-то. Вообще здесь вот между буквой Н и буквой Х раньше было один неясный гласный, который, кстати, при произношении слова хонок проявляется. Поэтому хонх мы здесь будем ставить два неясных гласных. Первый неясный гласный будет стоять после буквы Н. Мы должны его произносить как фоновый звук, такой фоновый шум. И после буквы Х тоже обязательно, так как это глагол. Хонх значит ночевать, коротать какое-то время, остановиться и после ночевки, то есть приехать после одного рассвета и выехать после другого рассвета будет значить хонх. Второе слово — это слово сар. Сар. Сар, правильно произносится оно на калмыцком, это месяц. Почему месяц называется сар? Дело в том, что сейчас в современном разговорном языке очень часто говорят сар. А я даже слышал от некоторых людей, которые не совсем, наверное, хорошо знают родной язык, они говорят цар, цаган-цар, например. Правильно говорить это слово сар, потому что в тудобичик оно писалось как сара, где последний неясный гласный должен давать особый звук, поэтому не сар, а именно сар будет верная форма произнесения этого слова. Почему же мы месяц называем сар, собственно, как и в русском языке? Сар. И в английском языке, кстати, слово moon и слово month — это в некоторой степени однокоренные слова. Поэтому сар — это месяц. В старину люди не могли рассчитывать дни, недели по солнцу. Это было очень сложно, и лишь некоторые народы и цивилизации имели такую возможность. А луна, появляющаяся на небе и растущая, а потом убывающая, была гораздо легче для того, чтобы определить сутки по ней. Поэтому месяц, то есть промежуток от появления до исчезновения Луны, у нас назывался месяцем или сар, то есть время роста и время убывания Луны. Поэтому слово сар обозначает месяц. Следующее слово — это джиль. Джиль — это год. Не нужно говорить джиле, это неправильная форма. Во всех, не только монгольских языках, но и тюркских языках слово джиль — это год, не джиле. Я подчеркиваю, джиль — это год. И в казахском джиль будет, и даже в турецком это ель будет. То есть вот эта буква Дж и буква Е, она меняется в разных словах, что подчеркивает, кстати, родство языков алтайской языковой макросемьи. Джиль — это год. Теперь следующее слово, которое мы уже знаем, как сформировано, как оно образовано, как оно создано. Джилин — это будет, значит, года. Джилин. РГЦ, 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 РГЦ — это значит вращение. То есть, когда 12-летний цикл, а мы все считаем в шестеричной системе, в традиционной калмыцкой, и вот все месяцы, начиная бар, тула, лу, обязательно, кстати, нужно отметить, что калмыцкое летоисчисление, в отличие от родственных нам народов, монголов, бурят и так далее, начинается с месяца барса. Поэтому у нас есть некоторые разночтения всегда в праздновании некоторых праздников с нашими родственными народами. Но эта традиция была заложена сотни лет назад, и отходить от нее, я думаю, никто не захочет. Джилин иркцы. Джилин иркцы — это цикл из 12 месяцев, когда, то есть слово иркцы происходит от слова иркх, вращаться, то есть когда весь годовой цикл обратно возвращается к месяцу барса. 12-летний цикл, прошу прощения, 12-летний цикл, когда 12 лет проходит и возвращаются к году барса, это называется джилин иркцы или 12 лет.
Если мы возьмем 5 по 12, 5 циклов по 12, то есть тавын джилинеркцы, ну, счет вы пока еще не знаете, 5 джилинеркцы, то мы получим 60 лет. 60 лет на калмыцком языке называется арвджин. Арвджин или арвджинг. Иногда сюда добавляется вот такой вот знак, буква «н». Арвджинг — это 60-летний цикл. Это слово не наше, это слово заимствовано из тибетского языка, где оно звучит как рабджунг. Это 60-летний цикл или цикл, калмыцкий, так скажем, век. Мы не считаем столетиями, как европейцы, а мы считаем по 60-летним циклам. Именно поэтому во многих традициях, которые я когда-то фиксировал и слышал от стариков, после 60 лет на зол ставят всего лишь один зулын гол или вот эту вот палочку, обозначающую, что человек прожил один цикл, и все, что дается сверх ему, это благодаря накопленным на протяжении жизни его заслугам. У калмыков арвджинг 60 лет считается полным циклом, когда от момента рождения до завершения 60-летнего цикла вся система человека, все его астрологические показатели приходят к исходной точке. Именно поэтому 60 лет у калмыков называются веком. Слово хонх мы уже разобрали, а теперь разберем слово календарь. Календарь будет называться лит. Лит — это тоже заимствованное слово, оно происходит от тибетского слова лото или календарный цикл. Таким образом, мы сейчас с вами знаем, что ода или ödege — это значит в настоящий момент, именно сейчас. Мангдыр будет значить завтра, нöködür будет значить послезавтра, üsküldür будет значить вчера, и урджödür — это будет позавчера. Итак, мы теперь знаем слово сутки — это хонек, месяц — это сар, год — это джиль, джилин ерекце — это 12-летний цикл, арвджи — это 60-летний цикл, хонх — это значит ночевать, пережидать рассвет, от рассвета до следующего рассвета, а литы — это календарь. Дорогие друзья, теперь, когда мы изучили очень важные понятия и частично касающиеся в том числе нашего традиционного калмыцкого мировоззрения, сейчас мы перейдем к тому, чтобы выучить и повторить некоторые цвета, ведь они пригодятся нам для следующих занятий, для постижения нашей традиционной культуры через язык. Итак, первое слово — это слово цаган. 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 Нужно произносить его немного протягивая вторую букву А. Цаган. Цаган — это белый. Хары, хары, хары — это черный. Иногда в потоке речи вот это неясное гласное съедается, и получается, что люди говорят хар. Но фонетическая, орфоэпическая норма этого слова хары. Это значит черный. Хары, хары, хары. Следующее слово — это слово кк. Кк, кк, кк — это синий или бирюзовый, даже иногда до цвета травы. Но это связано с другим мировоззрением наших предков. Мы его пока касаться не будем. КК — это значит синий или бирюзовый. Ноган, ноган, как я уже говорил, вторую букву, если стоит у нас сочетание гласное, согласное и гласное, мы должны слегка протягивать. Поэтому ноган — это значит зеленый, конкретно зеленый. Например, Ногандерке — это зеленая тара, буддийское божество, покровитель женщин и детей. Следующее слово — это слово шары. Именно так оно произносится, как и слово хары, кк. Шары — это желтый. Однако в потоке речи часто можно услышать, как говорят, просто шар. Но норма его, конечно, это шары, это желтый. Улан, улан, улан. Улан — это красный у нас. Теперь еще одно слово. Это слово кырынг. 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 Кырынг — это коричневый. Кырынг. Повторите его еще раз со мной. Кырынг. Кырынг. Кырынг — это коричневый. И еще одно слово оштв. Оштв. Оштв — это оранжевый цвет. Оштв — оранжевый. А теперь, когда мы вспомнили и заучили новые слова,
в виде обозначений цветов, давайте еще изучим некоторые слова, которые нам пригодятся для того, чтобы еще лучше говорить на родном языке. Итак, первое слово — это слово «kunde». «Kunde», «kunde», «kunde». Это значит тяжелый вообще. «Kunde» — это тяжелый или уважаемый, почтенный. Почему так происходит? Вот, например, возьмем слово, которое я написал следующим. Это слово «kunde». «Kunde», «kunde». «Kunde» — это значит обладающий тяжестью. Почему так говорится? Дело в том, что наши предки слово «kunde» или обладающий тяжестью на русский язык будет переводиться как дорогой, уважаемый, почтенный. «Kunde», если это тяжелый, а «kunde», то есть обладающий тяжестью, с тяжестью, будет иметь значение дорогой. Почему так? Потому что в старину наши предки много столетий назад прекрасно, будучи кочевниками, прекрасно понимали то, что тяжелое всегда остается незыблемым очень долго. И подобно этому уважаемые люди всегда присутствуют в сознании. Они тяжелы в своем авторитете настолько, что должны постоянно присутствовать в сознании. Мы должны помнить о них, приглашать их, выказывать им какие-то знаки почтения. И поэтому «kunde», то есть обладающий тяжестью, вроде бы переводящийся, будет на русский язык на самом деле переводиться как «дорогой», «уважаемый». Слово «өмсх», 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 «өмсх» — это значит «надевать», «одевать» или «надевать». Например, «хувцы», «өмсх» — это будет «надевать одежду». И вот слово «өмсх» мы должны обязательно знать, так как мы в повседневном своем быту часто каждый день, если говорить откровенно, делаем это. Мы каждый день одеваем другую одежду и выходим на улицу, идем на работу и так далее. Следующее слово — это слово «күлэх», «күлэх», «күлэх». Это значит ждать, ожидать кого-то или что-то. Еще одно слово, которое очень важно для того, чтобы мы научились хорошо говорить на родном языке, это слово «күндх». «Күндх», «күндх», «күндх» значит говорить, разговаривать, беседовать. «Күндх», «күндх», «күндх». Еще раз. В некоторых диалектах вот эта вот долгая буква «ü» исчезла. И поэтому можно услышать фразу, когда говорят «күндх», но тогда она становится похожей на слово «күнд», то есть тяжелеть вроде бы. Неправильно это. Норма этого слова, как и норма записи будет «тодобечик», его именно «күндх» с долготой. Следующее слово, которое тоже очень важно знать нам, это слово «дутх», «дутх», «дутх». Оно происходит от слова «дун» или «голос», «песня». Дутх значит звать кого-то, призывать кого-то или иногда даже называть или обозначать что-то. Дутх это значит звать, призывать, называть, обозначать. И последнее слово это слово кюрх. Кюрх, кюрх, кюрх. Кюрх это достигать чего-то, достигать какого-то места, достигать какого-то состояния, достигать вообще любого чего-то будет обозначаться словом «кюрх» в калмыцком языке. Вот таким образом на сегодняшнем занятии мы изучили достаточно интересные темы, погрузились частично в мировоззрение наших предков, и я думаю, что это занятие станет полезным для того, чтобы вы достигли владения родным языком. Ода сен бетен.